На деревянном крылечке загородного домика в плетеной корзинке лежали 3 клубка шерстяных ниток. Клубки были белые, чистые, и пахло от них душистым мылом и свежестью. Дневное солнышко ласково пригревало им бока. Над ними порхали бабочки, а выше, почти под облаками, в самом синем небе с пронзительным писком проносились стайки стрижей. Бабочки иногда садились на край корзинки и с любопытством поглядывали на пушистых братцев. Что за новые цветы появились в нашем саду? Думали бабочки. Все в этот день было замечательно и не предвещало никаких неприятностей. И вдруг клубок, который лежал немного ниже своих собратьев, на дне корзинки, ворчливым тоном сказал 2 верхним: «Эй, вы наверху! Почему вы не даете и мне как следует погреться на солнышке, посмотреть на бабочек? Чем я хуже вас? Почему именно я должен лежать на самом дне? Забыли, что это я самый большой из вас и самый пушистый? А ну-ка немедленно подвиньтесь и пропустите меня вперед!» 2 других клубка удивились, ведь места на самом деле хватало всем, но не стали спорить с братом, посторонились и пропустили его наверх. Он, пыхтя, вскарабкался на самый край корзинки и сказал: «То-то же! А то расселись тут толстобокие!» 2 оставшихся клубка только покачали своими шерстяными головами, но опять ничего не сказали в ответ. «Ах вы задиры! Еще больше возмутился их капризный брат. Вы еще и головами качать? Значит, я вам не нравлюсь? Вот как вы на родного братца ополчились!» Но и на сей раз ответа не последовало. «Ах, вот как! Они на меня еще и обижаться вздумали! Надулись!» Возмущенно сказал большой клубок. «Вот возьму и убегу от вас! Узнаете тогда, какого брата потеряли! А без меня ничего хорошего из вас не получится! Даже шарфика не выйдет! Будете еще меня вспоминать!» Говоря это, он совершенно вышел из равновесия и неожиданно для самого себя выпал из корзинки. «Ой, где это я? И как это я так неосторожно вывалился?» 2 оставшихся клубка при этом только ахнули. Они попытались удержать своего вздорного братца, но не успели. Вот теперь и ахайте без меня!» Выпавший клубок старался выглядеть молодцом, но на самом деле ему было страшновато. «Как же я вернусь обратно?» С тревогой размышлял он. Надо сказать, что наш герой вовсе и не собирался куда-то бежать. Ему просто хотелось подразнить своих братцев, только и всего. Он попытался было запрыгнуть обратно в корзинку, но к своему несчастью не сумел этого сделать. Не удержавшись на краю крыльца, клубок кубарем покатился вниз по ступенькам. Дорожка от дома уходила вдаль, и наш беглец сам не заметил, как выкатился за калитку. «Ух ты! А я тут никогда и не бывал! Ох, здорово же клубки умеют кататься! Мне интересно, куда дальше ведет эта дорожка?» В воздухе по-прежнему порхали бабочки, небо было голубым и ясным, а на крылечке виднелась уютная корзинка. Совершенно расхрабрившись, клубок закричал своим братьям: «Эй, вы там, на крылечке! Видите этот чудесный путь? Это мой путь! Я открою новый мир! Меня ждут удивительные приключения! Вот оно, настоящее счастье! А вы так и просидите всю жизнь в своей корзинке! Прощайте, недотепы!» Сказав так, клубок собрался катиться дальше, но вдруг заметил, что крепко зацепился своим белым бочком за высокий пыльный лопух. «Какая неудача!
Какая неприятная, непредвиденная задержка в моем славном увлекательном путешествии. И что же теперь делать? Клубок было пригорюнился, но сидеть в одиночестве под широким листом лопуха ему пришлось недолго. Откуда ни возьмись, прямо перед ним, как разбойник из засады, появился рыжий озорной котенок. Вот это находка! Вот об кого я почешу свои острые коготки! Замурлыкал котенок и стал медленно приближаться к добыче. Сначала он цапнул клубок одной лапкой, толкнул другой, а затем принялся стремительно гонять, безжалостно кусать и трепать его. Ой-ой-ой-ой! Прекрати немедленно это хулиганство! Ты, безобразник, перепутаешь и испачкаешь мои ровные красивые ниточки! Но, увлекшись игрой, котенок только победоносно мяукал. В атаку! Заходим слева, бац! А теперь еще справа и еще раз, бац! И все нападал и нападал. Бедный клубок метался по траве и не находил места, где можно было бы скрыться от преследователя. Да, моим братцам лежебокам сейчас лучше, чем мне. Их сейчас никто... В этот момент наш бедный клубок получил удар такой силы, что подпрыгнул как мячик и покатился по дорожке так быстро, что котенок не смог, а может быть и не захотел уже догонять его. О, вот это повезло! Клубок обрадовался и сколько было сил припустил вниз по дорожке. Странно, кажется, я изрядно похудел. А вдруг это от того, наверное, что я сильно перенервничал? Как бы там ни было, покачусь дальше. Вон там внизу видна замечательная зеленая полянка. И мальчишки на ней играют. Интересно, во что? Покачусь туда. Но докатившись до полянки, он скоро понял свою ошибку. Мальчишки увидели клубок, оставили свой мячик и с восторгом устремились к нежданному гостю. Пасуй, пасуй! Давай мне, сюда давай! Звонко крикнул вихрастый конопатый парень в красной футболке, и тут началось. Ребята задали нашему храбрецу такую взбучку, по сравнению с которой игры котенка показались ему милой дружеской забавой. Клубок, как растрепанная курица, перелетал от одного игрока к другому, катался по траве, разматывался и терял свои разлохмаченные нитки. Бух, шлеп, плюх! Разгоряченные игрой ребята с азартом пинали клубок то в правый, то в левый бок. И так до тех пор, пока не оказался он в густых зарослях крапивы. Мальчишки не полезли за ним, вернулись к своему мячу, и наш несчастный друг смог, наконец, отдышаться. Он огляделся вокруг, сухие колючие ветки, черные прошлогодние листья и бесконечные заросли жгучей крапивы окружали его. Ах, куда я забрался? Здесь так неприглядно и мрачно. В корзинке было так уютно, чисто и тепло. Вновь опечалился он. Скоро стало еще темнее, и послышались какие-то странные звуки. Тук-тук, шлеп-шлеп. Звуки становились все громче, и вдруг застучало и зашлепало кругом. Неужели это дождь? Испугался клубок, когда несколько тяжелых капель упало на его макушку. Где же мне спрятаться? Здесь я промокну до ниточки и весь перепачкаюсь. Надо что-то немедленно предпринять. И тут он, к очередному своему огорчению, обнаружил, что от него, такого пухленького и тяжеленького, осталось меньше половины. Это открытие совершенно расстроило его. Как же я мог так быстро растратить себя? И на что? Что я сделал в жизни стоящего? Я был чужой игрушкой. Меня только пинали и кусали. Ах, этот путь показался мне таким заманчивым, таким увлекательным. Но разве я не сам виноват в своих злоключениях? Наверное, все мои несчастья из-за моего высокомерия.
Да, зря я обидел своих братцев и ушел из дома. А ведь вместе с ними мы могли бы стать теплым свитером для папы или красивым пледом для бабушки, а может быть и платьицем для маленькой Василисы. И вот вместо того, чтобы стать хорошей вещью, я весь перепачканный лежу в крапиве, совершенно пропадаю и, похоже, становлюсь ни на что негодным. Неизвестно, сколько бы еще пролежал под дождем наш Горемыка, предаваясь печальным размышлениям, если бы вдруг перед ним не появилась огромная серая жаба. «Ой!» — воскликнул Клубок от испуга и отвращения. «А это еще кто?» — ответила ему старая жаба. Какая славная карета! Сейчас я на тебе покатаюсь. Жаба ловко запрыгнула на Клубок и, перебирая лапками, поехала на нем, как цирковая наездница на шаре. Но так как земля от дождя совершенно уже раскисла, а сама жаба была очень толстой и тяжелой, она скоро поскользнулась и шлепнулась в жидкую грязь. Клубок же, подхваченный потоками дождевой воды, выплыл из крапивных зарослей на дорожку. Стой! — закричала ему жаба. Вернись! Я еще не накаталась! Но дорожка к тому времени превратилась уже в бойкий ручей, который и понес нашего героя дальше. А между тем сил у Клубка-путешественника становилось все меньше и меньше. И сам он был уже вовсе не клубком, а маленьким и жалким моточком перепутанных шерстяных ниток. Ему стало очень жалко себя. Ах, если бы начать все сначала, никому бы я больше не дерзил. Ох, как бы я хотел сейчас попросить прощения у своих братцев и помириться с ними. Но этого мне уже не сделать. Мне никогда не вернуться домой. Я превратился в комок грязной шерсти, ни на что не пригодный и никому не нужный. И Клубок горько заплакал. В этот момент высокая и бурливая волна бросила нашего горе-путешественника под какой-то куст. Обрадованный было Клубок вдруг с ужасом обнаружил, что осталась от него лишь одна нить, совсем тонкая и серая, как мышиный хвостик. Вот и конец. Решил некогда большой и пушистый Клубок. Прощай, моя бедная непутевая головушка, моя жалкая никчемная жизнь. Начало ее было таким прекрасным и многообещающим, и я все испортил. Я сам промотал свою жизнь до последней ниточки. Скоро совсем стемнело, но ливень не унимался. Он продолжался всю ночь и неохотно прекратился только на рассвете. Но время от времени большие холодные капли звучно падали на землю. Утренний туман понемногу рассеивался. Неужели моя жизнь не сможет измениться к лучшему? Подумал наш постепенно обсыхающий путешественник. Не должно быть так! Он с надеждой наблюдал, как неторопливо и величественно солнце шествовало по небосводу, а в последних дождевых капельках играли маленькие радуги. Ах, не для меня уже эта красота! Простите меня все! Простите меня за мою спесь и зазнайство! И неожиданно ему стало легче. Показалось, что кто-то его услышал. Между тем стало совсем светло. Солнце согрело и высушило листья деревьев и траву, наполняя воздух свежестью и бесчисленными запахами утреннего леса. Вдруг совсем рядом послышались шаги. Кто-то неторопливо шел по влажной дорожке, аккуратно обходя лужи, еще не просохшие после ночного ливня. А вот и наш беглец. Услышал Клубочек,
прямо над собой такой родной и добрый голос бабушки. Вон ты куда закатился, шалунишка. Мы-то его повсюду ищем, а он вот где. Здрасте. Скажи Василисе спасибо. Это она первая твою ниточку на крыльце заметила. По ней-то я тебя и нашла. Прошла я по твоему следу и перемотала тебя с конца на начало. Бабушка внимательно осмотрела клубок, вернее, его несчастные остатки. Как же ты, милый, до такой жизни докатился. Ну, полезай в корзинку, проказник. С этими словами бабушка домотала наш клубок и положила его на дно той самой корзинки, из которой он так недавно опрометчиво убежал. На этот раз в корзинке он был один. Хоть и радовался клубок своему спасению, но чувство стыда его не покидало. Конечно, теперь никто не захочет водиться со мной, с таким гадким и грязным. Ах, что я наделал! А может быть, даже и лучше было мне погибнуть в этом лесу, чем с позором возвращаться обратно домой. Ничего, Сказала бабушка, как будто читая невеселые мысли клубочка. главное, мы тебя нашли. И уж теперь ты не будешь убегать от нас. Ни за что на свете! Хотел было с радостью ответить клубочек бабушке, но вовремя вспомнил, что клубкам разговаривать с людьми не положено. Мы постараемся тебя отмыть и свяжем ко дню рождения Василисы нарядное платьице. А вон и она сама нас с тобой на крылечке дожидается. Дома нашего путешественника хорошенько отстирали, просушили и тщательно выбрали из него весь репейник, все колючки и все веточки. Правда, после всего этого он стал немножко меньше и легче, но зато снова был под стать своим братьям. А братцы нашего клубочка так обрадовались его возвращению, так дружно и приветливо закивали ему, что он понял, его здесь ждали и очень беспокоились о нем. На следующий день в ясном синем небе, как и раньше, с писком и щебетом проносились стрижи и ласточки, а корзинка с 3 белыми пушистыми клубками вновь стояла на деревянном крылечке, и бабочки, как и прежде, с интересом опускались на ее край. Но на сей раз уже никто в корзинке не ворчал и не толкался.